Вот теперь можно еще. Это для нас очень знаменательно. Говоря о взаимоотношении Абхазии и Российской Федерации, невозможно не оценить тот факт и тот масштаб помощи и влияния вообще на социальную среду нашей страны, на политическую среду нашей страны. Это все благодаря Российской Федерации, да благодаря народу России, во главе которого стоит Владимир Владимирович Путин. Буквально полгода назад в Абхазии праздновали две очень знаменательные даты. Это 25 лет с окончания войны. Это один из самых главных таких одновременно праздничных моментов и печальных, потому что большое количество молодых людей, таких как мы, были еще моложе, сложили свои головы, спасая свою страну, свою родину. А также в августе была дата 10 лет со дня признания суверенности Республики Абхазии со стороны Российской Федерации. У каждого жителя Абхазии перед глазами те кадры, когда правительство России и Дмитрий Анатольевич Медведев озвучил о том, что Российская Федерация признает Республику Абхазию как суверенное независимое государство. Мы никогда не забудем этих моментов, мы никогда не забудем тех моментов, когда на Генеральной Ассамблее ООН Виталий Иванович Чуркин выступал и защищал права каждого гражданина Абхазии. Мы никогда не забудем тех ребят, которые охраняли границы, тех российских солдатов, которые охраняют границы по сей день и отдают жизнь ради этого дела. Они отдают жизнь ради мира. Говоря о форуме и наших взаимоотношениях, я считаю, что мы должны создать настолько сильный фундамент, чтобы следующим поколениям оставалось только его развивать. Наша задача создавать площадки, создавать круглые столы, в которых будут привлекаться молодые люди, где будут звучать грамотные фразы, аккумулироваться идеи, нужные идеи, которые мы постараемся вскоре воплотить в жизнь. Я думаю, и у нас обязательно все получится. У наших народов, у наших стран, у жителей наших стран, самое главное, много чего общего. Между нами, между нашими странами большая историческая дружба. Мы, правильно сказали, одни из первых, если не первых, признали Абхазию как отдельное государство, отдельную страну. Мы всегда с большой теплотой, с большим трепетом и с большим уважением относились к вашему народу, небольшому, но очень гордому, очень народу, у которого большая история взаимоотношений, в том числе и с Российской Федерацией, с россиянами, с русскими нашими. Вот, поэтому желаем вам процветания. Мы всегда готовы прийти на помощь, подставить плечо, потому что русский народ и абхазский народ – это братья, большие братья. Наше подписание, оно означает самое главное. Мы готовы не просто слышать друг друга, мы готовы идти одной дорогой друг с другом. И это очень важно. И я надеюсь, что данный шаг станет долгой и, давайте так скажем, многовековой историей российского и абхазского народа. И я убежден, что каждый член делегации здесь, у нас здесь действительно присутствуют ребята из различных регионов, понимает ту ответственность и тот, наверное, исторический момент, который мы сейчас испытываем. И я благодарю вас, Инал, и благодарю каждого члена здесь вашей организации за то, что вы принимаете нас как настоящих гостей, как настоящих друзей. И мы уверены, что без вашей помощи, без вашей поддержки, самое главное, без вашего гостеприимства, это бы так бы не выглядело. Поэтому мы прекрасно знаем, что здесь мы сидим за одним столом, подписываем серьезные документы, но всегда знаем, что завтра мы можем приехать, и вы нас все встретите, вы нас всегда поддержите и всегда окажете максимальную помощь.
Поэтому я хочу сказать огромное спасибо от лица всей нашей организации. У нас огромное количество ребят, на самом деле, как из Краснодара, так и из Сочи, из других регионов нашей большой страны. Очень хотели приехать сегодня сюда. Я думаю, что у нас еще большое будущее в наших взаимоотношениях совместных, совместной работе, и уверен, что все будет в дальнейшем только развиваться. Мы вас благодарим за такой радушный прием, за ваше гостеприимство и ждем вас тоже у себя. В рамках сотрудничества нашего заключения мы проводим форумы часто в Московской области для наших активистов, поддерживаем их уровень знаний и постоянно каждый делает вклад, общаясь друг с другом. То есть лучшие знания получаешь, когда ты между собой пообщался и получил какой-то ценный опыт от человека непосредственно. История взаимоотношений наших народов идет с глубокой древности. Ну и сегодня, в современное время очень важно наводить именно вот такие личные контакты, общаться. И я думаю, что мы тем самым положим начало крепкой дружбы между нашими организациями и народами в целом. Спасибо вам за ваш визит. Этот договор много значит. Это сегодня молодое такое поколение. Уже такие договора мы составляем. Это будущее. За нами идут еще, которые поменьше нас. Мы должны их тоже так же настраивать. И мы должны показывать всему обществу то, что мы можем дружить. Меморандум, который мы сегодня подписали о дружбе и сотрудничестве между нашими организациями, это первый шаг на пути дружбы между нашими организациями, между нашими народами. Но этим соглашением, этим меморандумом ничего не ограничивается. Потому что соглашение на бумаге, а главное, чтобы наша дружба, обмен опытом, обмен членами нашей организации, которые могут приезжать в Абхазию, могут приезжать в Россию, в любой из регионов России, чтобы повышать свою квалификацию, обмениваться опытом. Вот что самое главное. Мы всегда выступаем за то, чтобы соглашения, границы и подобные вещи были только на бумаге. Самое главное, действительно, это та народная дипломатия, которая существует между нашими народами. Между нашими народами очень глубокая и большая история взаимоотношений, которая насчитывает века, а то и тысячелетия. Потому что абхазский народ с большой историей, народ, которому более 2000 лет, также российский, русский народ. Поэтому считаю, что соглашение это важный шаг, большой шаг, но на нем мы не ограничимся. Мы будем еще больше сотрудничать, обмениваться опытом и вести нашу плодотворную деятельность во благо процветания абхазского народа и благо процветания российского народа.